Этот дом на Сухумской горе привлекает к себе внимание всех прохожих. Им невозможно не любоваться. Вилла Алоизи. Причудливая архитектура этого старого строения вызывает восторг и заставляет внимательно приглядеться к деталям. Наш коптер летал над ним еще тогда, когда здание было совсем в упадке и медленно разрушалось под воздействием времени. Но даже несмотря на ржавые купола и разрушенные деревянные мостики, оно внушало уважение и восхищение. Дом был построен в 1896 году и принадлежал заместителю начальника Сухумского округа полковнику де Симон. Вот так выглядела первоначальная постройка. Она пока была без куполов, лестницы и без центральной башни. В 1901 году Иоаким Михайлович Алоизи, французско-подданный римско-католического вероисповедания, промышленник, известный шелковод, переехал с семьей в Сухум из Киева и за 35 тысяч рублей купил двухэтажный жилой дом у вдовы де Симон. В 1904 году по проекту сухумского архитектора Синицына оно было кардинально перестроено и представляло собой оригинальную смесь различных архитектурных стилей – романтического модерна с мотивами псевдорусского стиля, восточный стиль и другие. Рядом с домом Алоизи выстроил одноэтажное здание для обслуживающего персонала. В 1925-1938 годах в этом доме жил известный абхазский драматург и политический деятель Самсон Чанба. Вилла Алоизи выкуплена и приватизирована, однако она остается объектом культурного наследия Абхазии. Хозяином этого дома является наш соотечественник, и он уже на протяжении нескольких лет спасает ветхое строение от разрушения. Идут реставрационные работы, сохраняющие аутентичность объекта. Уважаемые телезрители, нам любезно согласился дать интервью инженер-проектировщик, человек, который восстанавливает эту виллу, Николай Подлевских. Так, Николай, расскажите, мы видим каждый день, сухумчане, как на протяжении уже 4 лет постепенно этот объект, которым мы все очень дорожим, как он стал меняться. Расскажите, что вы тут сделали? Ну, приступая к этой работе, мы постарались максимально придерживаться то, что было, сохранить все элементы, весь внешний облик и вид по фотографиям, по оставшимся элементам стали восстанавливать этот объект. Начинается он с входных ворот. Да, мы полностью восстановили скульптуры львов, сделали гривы, лапы, зубы, все это. Даже зубы. Даже зубы были стоматологами. Восстановили им зубы. Значит, сделали все молдинги. Ну, сейчас ожидается восстановление ворот. Это все в процессе работы. Будут восстановлены ворота и в таком виде, как они раньше были. На самом деле. На самом деле, да. Так. Полностью отлили новые лестничные марши. Сейчас мы делаем облицовку их травертином. Они были деревянные? Были в разрушенном состоянии, в плачевном состоянии. По-новому армировали форму, сохранили этих лестничных маршей. Все восстановили. Сейчас восстанавливаем балясины. Сохранилась у нас одна ржавая балясина. По этой балясине мы сделали образцы и вот тоже готовимся к установке этих балясин. На галереях мы, значит, сделали молдинги, восстановили колонны, капители, двери. Новые восстановили по форме, виду, как раньше были. Старых дверей. Да. Но вот эта комната у вас мастерская или такая? Ну, сейчас мастерская. Я пока временно закончится работа, будет комната. Ясно. Что у вас здесь хранится? Покажите нам. Пойдемте. Значит, здесь у нас находятся готовые элементы. Это элементы кессонного потолка.
Мы отливаем их, и это вот процесс сушки происходит. После сушки мы начинаем их устанавливать. То есть здесь, в этом здании, будет установлены кессонное перекрытие потолков? Да. Да. Давайте посмотрим. После изготовления всех кессонов мы приступаем к монтажу. И будет окончательный вид этого потолка. Ну, как появились маскароны, мы знаем. Они были разрушены? Они были разрушены, но восстанавливали здесь из Сухумской художественной школы Ага. реставратора, будем говорить так. То есть вот эти маскароны реставрировали абхазские художники? Да, абхазские. Ну, их восстановили. Мы поднялись на галерею 3-го этажа. На этой галерее также мы восстановили колонны. Раньше были здесь все заложено, было, дом был коммунальный. И вот здесь была кухня, туалет был на месте этой галереи. Значит, проемы все заложены, и были небольшие окна, бойницы. Все это разобрали и привели к старому виду, как на фотографиях все это выглядело. Там есть фото Сухума 1900 год, 1906, там 1896. Вот такой же вид привели. То есть вы открыли все галереи, которые были заложены? Да. Вот это круглое окно, оно тоже было заложено, было небольшое окошечко вот в это окно. Здесь стоял умывальник. Скажите, а вот что-то здесь о капителях вы хотели что-то сказать? Ну, при помощи арабов перевели, что здесь написано. Написано «Мухаммад Аллах Акбар». Вот перевели нам иорданцы. То есть вот этот арабский стиль, он здесь сохранен, да. Двери изготовлены тоже по образцу старых дверей. Восстановлены и сделаны из каштана, точно такой же вид, как было раньше. Значит, между колонн здесь планируется установить ограждение, да, которое сейчас находится на реставрации, на покраске. Есть отдельный элемент, вот он уже готов, все восстановится. То есть галерея еще станет краше, красивее. Она и сейчас красивая, но вместе с этими черными... Да, ну, во-первых, будет и безопасно, и красиво, и вот так, как задумал Синицын. Ну, это классика, да, белая, черная. Да. Да? Ну и, наконец, мы подходим к самому вашему интересному объекту. Я помню на фотографиях, какая она была разрушенная здесь. Она была покосившаяся, деревянная, разрушенная. Да. Сейчас мы сделали ее из металла. При помощи лазерной резки ступени изготовили. Балясины были деревянные. Мы сделали балясины в точно таком же виде, как были, но они выполнены из металла. Сделали винтовую лестницу. Была она немножко не такой. Стало более удобно подниматься вверх. В общем, вот так мы отреставрировали. Но пока взобраться на самый верх... Ну, нет возможности, потому что лестница также в процессе работы идет. Ну, через 2 месяца, наверное, будет туда доступ. Откуда открывается, ну, прекрасный вид на бухту, на город. Очень хорошо все видно. Очень Спасибо хорошо. Вам большое за, во-первых, интересную такую экскурсию по дому, а во-вторых, за вашу работу. Спасибо. Всем благ. Спасибо. Архитектурный стиль виллы вызывает много вопросов. С ними мы и обратились к архитектору Лане Чинджерия. Ну вот, Лана, с разрешением хозяев мы прорвались на эту знаменитую виллу Алоизи. Здесь вовсю идут рабочие моменты, восстанавливается этот объект и очень скоро откроет свои ворота для всех жителей, чтобы мы, как и в прежние времена, наслаждались лицезрением творений архитектора Синицына.
Лана, ну что ты скажешь нам о архитектуре этого дома? Перед нами неомавританский стиль. Это один из ретроспективных стилей эпохи эклектики, это конец XIX века. В ту эпоху очень любили копировать какие-то исторические стили. Как и все неостили, здесь они копировали искусство мавров. Мавры — это народ, который населял северо-западную часть Африки и Испанию с 8 по 15 век. То есть здесь мы это видим абсолютно на 100%, можно сказать. Мавританский стиль здесь представлен в роскошном декоре фасадов, в куполах, которые напоминают купола мечети. Это и арочные галереи, и вязь, которая представлена на кронштейнах этого здания. Здесь так много деталей, что, я думаю, очень много деталей, которые подтверждают этот стиль, который ты озвучила, мавританский. Ну, вот эти шатры, ну, даже вот эти вот навершия в стиле чалмы. А за тобой стоит эта беседка, точнее, это не беседка, а лестница витая. Но даже на ней мы видим элементы полумесяца и звезды. Да, которые нас должны точно уверить в том, что это мавританский стиль, а не какое-то его подобие. Здесь вообще вот эти купола, 3 больших купола и множество мелких куполов. Вот эти мелкие купола, они в виде дымовых труб здесь устроены, но они также являются очень красивым элементом декора. Здесь также представлены надписи арабской вязью, которые реально переводятся с арабского языка. Здесь также есть зооморфные изображения, которые вообще, конечно, они не свойственны неомавританскому стилю, так как там нельзя было изображать живых существ, людей и животных, но здесь они представлены, так как это все-таки неоготика, конец XIX века. Здесь и туры, зубры, козлы. Очень интересные изображения есть в медальонах круглых, изображения львов. Они также есть и на основных воротах этого здания. Вообще здесь все выглядит так, что это один маленький восточный город в одном строении. Особенно вот эти все небольшие галереи, переходы, подъемы вверх, спуски вниз. Это все должно было нам дать почувствовать себя в каком-то сказочном городе. Ну, ажурная вязь вот этой вот башенки просто потрясает воображение. Что здесь мы видим, Лана? Скорее всего, здесь архитектор хотел передать впечатление от минаретов мечети. То есть вот этот эркер, он представляет собой переосмысление минаретов. Здесь вообще во всем здании мы видим использование разнообразных проемов, оконных и дверных проемов. Это и стрельчатые, и арочные проемы, также очень интересные подковообразные проемы. Здесь это все есть. Также очень интересный мотив сталактитов. Сталактиты мы видим на капителях колонн и столбов. А вот об этих выносных, вот об этих таких кронштейнах интересных. Вот эти украшения, которые напоминают нам головной убор каких-то султанов восточных, это тоже признак того, что мавританский стиль, он здесь повсюду присутствует. А вообще вот функционал кронштейнов – это декор или функциональность? Изначально они должны были поддерживать что-то сверху, это в основном карниз. Выносной. Но да, здесь он играет все-таки украшательскую роль. Только как декор. Да. И вот, Лана, конечно же, вот это окно нас все-таки относит к модерну. Да, здесь элементы модерна в небольшом виде все-таки есть. Это также круглые окна, как мы уже знаем по другим выпускам нашим.
Есть еще маскарон в форме женского лица. Он также отсылает нас к модерну. И еще, возможно, модерн присутствует в самой планировке здания, то есть это отсутствие симметрии, какие-то разнообразные формы конструкции, это все модерн. Мгм. Мне кажется, вот архитектор, немножко помечтаем, мне кажется, архитектор специально сделал это окно для того, чтобы это была Чтобы живая смотреть, картина бухты чтобы в смотреть в обрамлении море. этого окна. Правда? Ну, абсолютно вот такое ощущение, потому что отсюда великолепный вид на Сухумскую бухту. Ладно, ну такое обилие террас, каких-то галерей, маленьких лестниц. И совершенно очевидно, что хозяева большую часть проводили на воздухе. Но вот такие помещения, которых мало в этом доме, все же тоже оформлены очень интересно. Да, можно сказать, что здесь жилая часть, она второстепенна по отношению к зонам отдыха, но здесь есть несколько довольно просторных комнат. Например, я думаю, здесь, возможно, была жилая часть, из нее можно было бы подняться на эту башенку и наслаждаться видом. Да. А вот эти вот мерлуны, которые на крыше, относят нас вообще к каким-то крепостным бастионам, да? Да, возможно, это отголоски еще того самого первого здания до перестройки. Как нам известно, здесь было другое здание в другом стиле. Это был больше романский стиль, стиль крепостей, и вот эти зубчатые навершия, они как раз-таки отголоски того стиля. Да. И вот очень красиво смотрится вот эта аркатура, да, декоративная. Да, она здесь декоративная. Это также стиль романский. Здесь в некоторых местах еще присутствует неоготика. Это вот как раз-таки вот в таких деталях, которые завершают угол стен, двух смыкающихся стен. Ну, в некоторых других местах этого дома они тоже заметны. Да, вот смотрите, неоготика, мавританский. Снова эклектика. Снова эклектика, потому что это конец 19-го, начало 20 века. Очень популярно. Заказчики хотели как можно больше всего насытить свой дом разными отголосками эпох разных. Но им это удалось, Лана. Здесь им это удалось. Это выглядит все очень уместно, довольно все умеренно, но в то же время роскошно. Вот это слово правильное, роскошно. Мало кто знает, что на втором этаже виллы снимался один из эпизодов политического детектива «ТАСС уполномочен заявить» по роману Юлиана Семенова. Этому дому посвятил свою дипломную работу архитектор-реконструктор Тимур Ломия. Тема звучала так: «Реставрационная реконструкция виллы Алаизи в городе Сухум». Эта работа победила в архитектурном конкурсе в городе Воронеже.
Так, один из самых красивых домов старого Сухума обновляется и приобретает новую жизнь. И еще очень долго будет радовать своим видом сухумчан.